Мы, наверное, помним вот этот сюжет, когда в Махачкале большая группа молодежи заблокировала авиалайнер из Израиля и типа того, что там в турбинах авиалайнера искали евреев. Как раз... Но это, кстати, русские потом вот эту фотографию, значит, вырвали из контекста, значит, и пытались ее в мем превратить. Да, но этот момент стал таким, скажем так, вирусным. Вирусом, да. Да, этот момент очень широко был использован. И вот здесь как раз Абакаров сделал репортаж и даже через свой канал призвал блокировать этот еврейский самолет из Израиля в поддержку детей Палестины. Так это звучало в общей сложности. И якобы израильские спецслужбы ему, конечно, этого не простили. И вот здесь была операция, которая была проведена израильскими спецслужбами в Стамбуле. Я, честно говоря, сомневаюсь по той причине, что есть некоторые сведения во второй версии, что был человек с Дагестана, с которым он около года даже общался через интернет, была назначена встреча, и, по всей вероятности, это было связано с его расследованиями в Дагестане, в частности, в отношении общеизвестного Керимова. Он был ярым борцом с коррупцией, с чиновничеством, именно с засильем Кремля и московитов в Дагестане, и, соответственно, скорее всего, он к этим, скажем так, должностным лицам слишком близко подошел, а это очень опасно. Ну, вот я все время задаюсь вопросом, да, почему вот личность Керимова, она такая, знаешь, таинственная. Это вот миллиардер, сделавший деньги на акциях Сбербанка, я насколько помню, там какие-то очень мощные, он чуть ли не 20% Сбербанка акции в свое время владел. Потом, из того, что я помню, он, значит, попал в ДТП с Тиной Канделаки где-то в Швейцарии и обгорел. И вроде бы, ну там понятно, что он спонсировал какой-то футбольный клуб из Дагестана, я вот это что-то припоминаю, да. И даже Анжи, по-моему, там что-то выиграл, да? Ну, в первой лиге играл. Да, и, соответственно, ну, вот наличие таких олигархов, да, на Кавказе, оно как бы, ну, понятно, что как бы, что они должны были там появиться так или иначе, да. Но я все время задавал вопрос, а почему вот среди бурят такого олигарха, такого же уровня нет? Хотя там, ну, достаточно большое количество у нас и предприятий экспортного направления и так далее, на которые мы могли бы заехать, условно говоря, захватить там, провести ваучерную ту же приватизацию, да, ну и захватить в качестве экспортных вот объектов. Но я так понял, вот из последнего видео, которое я смотрел, я не был подписан на Абукара, да, Абакар. Значит, не был подписан. Я знал, что это он является админом канала «Утро Дагестана», потому что там какая-то была же сетка вот этих каналов «Утро Дагестана», там Бурятия, там и так далее. У нас, я помню, после того, как подорвали эту Дугина, в итоге взлетела на воздух дочь Дугина. И, значит, помню, у нас такая скандально известная журналистка, ну, которая любительница работать за деньги, Евгения Болтатарова, она вдруг опубликовала, деанонилась, и оказывается, что был такой канал «Утро Бурятии», типа, короче, да, и вот она его админила, ну, вот тут, значит, Пономарев там пошел по пути терроризма, бе-бе-бе-бе-бе, ну, и она ушла оттуда. И потом долгое время искали администратора вот этого канала, значит, через там непонятные структуры, короче. И странно, что ко мне не обратились. Хотя попытки, я так понимаю, были, короче, подхода. Но я так понял, что кто-то, ну вот просто сетку создал, да, то есть каналов. И выстрелило из этой сетки только «Утро Дагестана». Ну, я думаю, что... Благодаря Абакару. Да, то, что в
бурятской среде нету таких олигархов, как Керимов, не связано с экономикой. Бурятия по своей территории, по своим ресурсам в разы превосходит Дагестан. Тут, я думаю, в общем, вопрос немножко в другом. В Бурятию с его ресурсами московская олигархия легко зашла и легко все это прихватизировала, без особого сопротивления. То есть они могли этими ресурсами владеть напрямую. Но вот так проникнуть в Дагестан русским практически невозможно. И тут нужны были местные олигархи. И вот Керимову повезло. Он, ну, конечно, он не дурак, человек хорошо образованный. Особенно, ну, я бы не стал бы все-таки говорить об образовании, в общем, в этой кавказской, даже общекавказской среде вот этих доморощенных олигархов. Скорее всего, у них очень большой нюх на деньги. Большого образования многие из них не имеют, но нюх на деньги у них отменный. И они оказались в нужное время, в нужном месте. И вот, по большому счету, вот этот лозунг «Хватит кормить Кавказ», но Москва упорно, понимаете ли, в кавычках, кормит Кавказ. Это связано с тем, что Кавказ – это большая стиральная машина. Кавказские олигархи аккуратно отбивают долю Кремля из всех денег, которые приходят. Все, что там есть, им, в общем, недоступно. Но вот смотрите, какие ресурсы у Кадырова и кто может на Кадырова повлиять. Ну, есть другие, в общем, олигархи. И есть у нас, конечно, и черкесские такие, московские, скажем так, олигархи. Люди, которые приближены ко двору. Есть у нас одно, в общем, слово кубганзеха. Ну, кумган – это тюркское слово. Это сосуд для воды. А вот кубганзеха – это такое очень, как сказать, когда князь идет в туалет, кто-то из слуг ему несет туда кумган с водой. То есть человек, который имеет честь носить кумган с водой для князя. Вот это выражение осталось по сегодняшний день. И вот эти люди, которые носят кумган Кремля, вокруг него пасутся и имеют честь добраться до этого кумгана, очень хорошо живут. Оказывается, это очень прибыльное дело. В том числе есть еще и местечковые эти кумганосцы, которые тоже неплохо живут на этом. Они носят кумган тех, кто приближен ко двору в Кремле. Там цепочка такая. Ну, у бурят, кстати, вот я помню, когда ЮКОС заходил, а они в Бурятию как-то вот внезапно заехали в начале 2000-х годов, когда у Ходорковского был план построить нефтепровод через Сангарска. Активы Ходорковского в Бурятии, да, есть, да? Нет, там дело в том, что у него был приватизирован вот этот Ангарский нефтехимический завод, который один из самых современных был, насколько я помню, при развале Совка. И, значит, туда, видимо, я не помню, подпитка идет либо, значит, железными дорогами завозят нефть, там, нефтепродукты. Но была, видимо, такая, значит, идея у него проложить нефтепровод по югу Байкала, по югу оконечности Байкала и через Монголию в Китай. И там вот как раз вот эти кумганзехи бурятские появились, короче, бегали, шестерили. И он так планомерно, отбирал предприятия. У нас было такое локальное предприятие, значит, Бурятнефтепродукт. Это просто нефтебаза, которую кто-то там приватизировал и так далее. И вот вроде бы как ее выкупил ЮКОС. То есть тот, кто успел приватизировать, они его перекупили. И сразу, там, видимо, по нашим меркам тогда там, 50 тысяч, по-моему, там зарплату давал этим кумганзехам. И там вот шестерили, бегали. И причем он как сделал хитро. Обычно в нашем регионе, если заходят русские, москвичи, они своих привозят, они местных не используют никогда. Но еврейский капитал, он поступает умно, и они постоянно вот местных. И даже тех, кому, казалось бы, вообще можно и денег не давать. И там даже шестерил лама какой-то. Ездил, выбирал места, как вот должна пройти эта труба.
Ну, по крайней мере, такие слухи были. Там некоторые из бурятской оппозиции тоже, нынешней, шестерили Ходорковскому. И поэтому тут как бы есть вот эти местные. И до сих пор они присутствуют, существуют. Ну, они за одну ночь смогли стать, в общем, миллиардерами. Еще есть у нас одна... А ты знаешь, в общем, какая самая затребованная и популярная специальность в Черкесии? Да даже на Кавказе. Я могу предположить, что это тот, кто занимается земельными вопросами, кадастром. Нет, ты в глубоком, в общем, заблуждении. Те, кто работают на земле, еле-еле выживают. Не-не, Потому что я это говорю, даже- те, которые нарезают эту землю. Нет, это тоже, это все. Самая затребованная и самая популярная специальность – это зять. Ага. Если тебе удалось вырвать чью-то дочку, твоя жизнь удалась. Дочка должна быть министерской. Да, ну, в Бурятии это тоже есть такая традиция. Там даже, ты знаешь, часто бывают, что дочки министров очень долго не могут найти себе пару. Подходящую пару. Подходящую. Да. И они вот так в девках застаиваются. И я точно знаю, что когда вот этих вот шпаную вербуют ФСБшники, они говорят, вот тебе нужно жениться на этой тетке. И иногда диву даешься. Вот бурятка там 40-летняя, доктор наук, скажем. Бац, и какой-то пацан у нее, муж 26 лет. Ну, у нас такого нет, откровенно говоря. Ну, то есть это мезальянс такой получается. А он голодранец. То есть, и зная то, что обычно вот эти всякие органы, они вербуют и прям нацеливают этого персонажа вот на такую девицу с капиталом, так скажем. Вот такое имеется, да. Не, у нас этого не, у нас наоборот. Вот эта элита пытается из своего круга не выпустить ни девушку, ни парня, ну и, конечно же, приданное, которое при нем будет. И они, в общем, между собой, в общем, стараются. Ну вот видите, как буряты на самом деле разрушены. То есть даже вот такая культура, которая раньше была, скажем, лет 40-50 назад, да, действительно, то есть старались сводить именно в своем кругу. Но сейчас вот настолько сдеградировала бурятская национальная мысль вообще, в принципе, если она была даже своим подписчикам. Сейчас я думаю, что ее не было. Поэтому нечего было деградировать. И вот случилось так, как случилось. Да, действительно, многие вот эти девицы, они, так скажем, даже не рожавшие, даже там не принесшие в подоле детей, там, да, и так далее, вот они не могут составить, значит, себе внутри Бурятии какое-то сообщество, так скажем, мужа найти и так далее. То есть это большая проблема для современных бурятских, значит, элит. И что происходит? Зачастую эти женщины, они уезжают за рубеж и там находят себе какого-нибудь европейского, американского партнера. Зачастую так. Потому что иной вариант бывает, что выезжают в Москву и находят либо кавказца, либо среднеазиата. Ну вот, что-то в этом роде. Но у нас, кроме родовых кланов, еще есть жестко уже сформировалось кланы чиновничьи. Чиновничьи, да. Ну, у нас только чиновничьи кланы. Нет, у нас есть еще и родовые кланы, и чиновничьи, и они тоже как-то уже объединены по этим двум признакам. Поэтому расчет идет. И скажу откровенно, такие, скажем так, девушки, которые относятся к этим кланам, у нас не застаиваются. А наоборот, вполне возможно, 2-3... Хочу быть черкесским коррупционером. Да, если ты попал в этот клан, который пасется вокруг той общей... Зная красоту черкесских девушек, хочу быть черкесским коррупционером. Да, коррупционером черкесским можно быть, потому что вот этот ну, понятие, что Кавказ, да и не только Черкесия, и Чечня, и Дагестан, что это бездонная бочка, это не бездонная бочка, это стиральная машина. Именно вот эти олигархи обеспечивают прежде всего откат. И вот этот откат, было время, когда
Кремль просил их, да ради бога, что-нибудь, какой-нибудь там проект, в общем, это надо было это как-то, в общем, написать, принести в Кремль, и любую сумму им давали, их просили, ради бога, берите эти деньги и обеспечьте нам нашу долю. И вот именно вот Кавказ знаменит этим, что вот именно вот этот откат у нас всегда очень уважался, еще во времена бывших партократов. В Дагестане Магомед Салам был, у него есть один знаменитый такой анекдот, когда он обращается к Борису Николаевичу, говорит: Борис Николаевич, не могли бы вы нам увеличить бюджет, немного денег добавить? Магомед Салам, вам что, денег не хватает? Да мне-то хватает, народу не хватает. Эта картина не только про него, это про весь Кавказ. То же самое было с нашим Валерием Мухамедовичем Коковым, чей сын, в общем, сегодня восседает. Коков — это который умер спустя некоторое время после всем известных событий, да, в 2006-2007 году. Это он? Во время 2005 году, когда вот это нападение на Начик было, он уже тогда практически был в коме. Он уже мертв. Примерно в этот период, да. Но я в то время был в Москве, и мой научный руководитель Мухаммед Ластанбиевич, он сказал, что он говорит, это все срежиссировано местными властями, они захотели просто себе героев России там и так далее, вот эту подговорили молодежь, активную, национально ориентированную и так далее, задурили в общем, это была провокация со стороны местных властей, и вроде как говорят, Кокова, он так говорил, что Кокова траванули именно поэтому, короче. Как траванули? Во-первых, он был уже и не молодой человек, во-первых. Во-вторых, такие люди, они же очень быстро расходуются, тем более основным капиталом и преимуществом Валерия Мухамедовича было то, что он мог, по-мужски выпить с Борисом Николаевичем. Помнишь, вот это было одно такое знаменитое выражение Жириновского тогдашнего. Этот, говорит, с Кавказа с гусиным голосом приезжает, и президент на 3 дня пропадает из Москвы. Это как раз Борис Николаевич любил, в общем, людей, которые могли хорошо посидеть. Это было вообще там капиталом целым. Да, у бурят был тогда не пьющий Потапов Леонид Васильевич в девичестве Халецкий. И вот не знаю, почему наши бурятские партократы пустили такого персонажа. У нас были крепкие такие, знаешь, выпивохи. И я думаю, что если бы был бурят и крепкий выпивоха, да даже русский крепкий выпивоха, я думаю, что суверенитета Бурятия бы взяла очень много. Валерий Мухамедович имел авторитет в Кремле, как такой, бывший партократ. Они все были тогда бывшими партократами, как и Борис Николаевич тоже. И практически, для этих людей же, для бывших коммунистов, этих первых секретарей, Кремль это было небесное светило, и он всю жизнь мечтал туда попасть. И под конец жизни он туда попадает. Представляешь, как ему повезло. Становится 4-м заместителем Строева в Совете Федерации. И эту должность специально для него там создали. Точнее, он ее купил, скажем так. Потому что в то время эти же партократы не знали, что такое недвижимость. Они капитал измеряли чемоданами, на котором он сидит. И что лежит в этом чемодане. И вот они периодически таскали туда эти чемоданы, чтобы удержаться у власти. А поняв эту ситуацию, там периодически раскачивали это кресло, и они быстренько, в общем, тащили туда, укрепляли его вот этими чемоданами зеленой капусты. Сейчас ситуация не изменилась, и, в общем-то, я думаю, что при нашем главе, так скажем, назначенце Ротенберга в Цыгенове происходит то же самое. То есть вот эта пресловутая путинская вертикаль, да, она на словах только, как будто бы, что там крепкая власть и так далее. Все там держится на заносах денег. То есть начиная с самого мелкого чиновника, заканчивая покрупнее. Всякие вот эти общаки там и все прочее, это не какие-то выдумки журналистов или людей, но это обыкновенная существующая практика везде, во всех регионах. Так вот, возвращаясь к Абакару,
Получается, он начал проводить расследование по поводу богатств вот этого Сулеймана Керимова, потому что последнее видео, одно из последних видео, которое на канале «Утро Дагестана» есть, там как раз было посвящено приватизации и вот этим махинациям с аэропортом. Да. А это один в один такие же махинации. Слушай, я же тоже это расследовал вот в Улан-Удэ. Несколько раз, собственно, там была как бы это единый же комплекс был, бурятские авиалинии, вот этот аэропорт, это все было раньше единое. Понимаешь? И там были у нас такие мошенники, там семейка Морозовых, там еще потом забыл ее, господи, она по мужу, у нее еврейская фамилия была. Значит, там огромная тонкосуконная мануфактура была. И последние года она там содержалась только за счет республиканских дотаций, а стадо вот этих мериносов бурятских, оно было под нож пущено, потому что, это сложно без государственных дотаций его возделывать. И они закупали шерсть, думаешь, где? В Дагестане закупали, да. И вот эта вот схема с этим аэропортом, с продажей там только за счет государственных средств купленного Ту-154, только его купили свежего. И тут же его продали, короче, за долги, там, вот эта схема. И у меня такое ощущение, что вот эти вот мошенники, которые занимались вот этими бурятскими авиалиниями и бурятским аэропортом, по такой же схеме пропустили, значит, вот этот аэропорт, который, собственно, в Махачкале находится, я так понимаю. Я думаю, там схема одинаковая. То же самое было с Мингодским аэропортом. Есть там у нас такой Коноков, тоже такой местечковый олигарх, который сейчас в Совет. Этот Совет Федерации уже давно превратился в какой-то мусорный бак. Все, кто хорошенько проворовались, чтобы не сесть, они все покупают место в Совете Федерации, благо оно прекрасно продается, и у них есть на что это все купить. И они там сидят и неплохо себя чувствуют. В общем, за исключением некого Арашукова, который прямо в Совете Федерации был арестован. Я так понял, что его отца арестовывали, сейчас они сидят чуть ли не пожизненно. Да, это было, как сказать, вот эта семейка ничего из ряда вон выходящего они не совершили. Они вот по той схеме прекрасно работали, отмывали, отбывали. И в один момент вот этот Арашуков младший пошел в разнос, позволил себе чего-то, чего нельзя было, в общем, себе позволять, особенно, скажем так, мягко. Большой ошибкой было, в общем, небольшой наезд на Кадырова. Не на него самого он себе бы такого не позволил, на доверенное лицо Кадырова он посмел наехать, в результате, в общем, с этого началось, и он пошел под откос. А я, значит, читал статью, где, значит, все вот это, то, что мы там инкриминировали, значит, Арашуковым, это все было, давным-давно известно, и как бы секрет Полишинеля это не был. Но там говорят о том, что произошел в тот период, там какие-то санкции сняли с Ирана. И Иран, и даже, я помню, эмиссары в Бурятию приезжали закупать баранину халяльную. Почему-то думали, что буряты, видимо, мусульмане. И я там одну свою коллегу консультировал по поводу того, как устроить вот этот халяльный забой. Просто находил в интернете материал, что нужно сделать, кому обратиться там в Бурятии, для того, чтобы, какие-то партии. И они, видимо, иранцы, перепутали Бурятию и Монголию, И сейчас я вот читаю, что лет 5 или 7 назад там появился в Монголии халяльный забой. Прям, люди работают и забивают баранину на экспорт, видимо, в Иран. И тогда, видимо, очень много денег появилось иранских и на постсоветском пространстве. И кто-то там написал о том, что Арашуков взял деньги корпуса исламской революции и начал их отмывать. Мол, американцы это все дело зафиксировали, сказали: Вова, ты с нами сотрудничаешь или с Ираном, И Вова, сказал, что кто такой, почему без нашего разрешения полез не в те отрасли, которыми он не должен заниматься.
И, по-видимому, вот это желание там, ну, хорошо заработать на деньгах корпуса исламской революции, вот она фатально как бы сыграла роль. Что он засветился перед американцами и могла бы там определенные схемы, которые приносили доход непосредственно Путину и его окружению, да, потому что, ну, ежу понятно, что они так или иначе с Ираном сотрудничали, но более, наверное, хитрыми, замороженными какими-то схемами и так далее. И, в общем, жертвой стал здесь Рашуков. Ну, я думаю, А это- инкриминировать всегда что-нибудь Да, можно, да? это общероссийский пример, скажем так, и поэтому, ладно, с этой коррупцией ничего мы не можем себе И в итоге ты считаешь, что это были, его убили Я из-за уверен, расследования? Есть у меня, да, именно из-за расследования, потому что киллер уже известно был из Дагестана. Он с ним общался до этого чуть ли не целый год через интернет, через вот эти соцсети и прочее. Поэтому думаю, что именно версия с тем, что дагестанские спецслужбы именно совершили это преступление. Очень жаль, мы лишились соратника. И тогда перейдем, наверное, ко второму вопросу. У нас здесь сейчас очень широко обсуждается создание платформы ПАСЕ, парламентской ассамблеи. Сергей, К нам присоединился Сергей Власенко, он у нас уже был на канале. Сергей, приветствую. 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 Сергей, вот у нас сейчас вот именно в отношении вот этой платформы идет широкое обсуждение. Есть, скажем так, группа оппозиционеров не русской национальности, которые против, чтобы мы вообще появлялись на этой платформе, хотя 30% этой платформы предоставлены коренным народам и национальным образованием. Некоторые считают, что и обязательно надо принять участие, нельзя эту площадку оставлять на съедение хорошистам, русским хорошим. И там идут разговоры, я тоже где-то полгода занимаюсь этим вопросом, а у нас есть Джамбулат Сулейманов, который год назад уже начал инициативу, и принадлежала ему, заниматься этим вопросом. Но в ПАСЕ всегда ссылались на то, что бюджет уже давно распланирован, что на это нужны средства, что это не так просто. И вот одно знаменательное событие. Стоило Ходорковскому появиться там, как этот проект сразу пошел. Да, и бюджет появился. И бюджет появился. Скорее всего, он это простимулировал каким-то образом. Думаю, да. Думаю, да. Потому что профинансировал. я был на этом, так сказать, съезде, на котором вы не были. Зря вы не пришли, конечно. ну, Я тебе говорил, нет, я же тебе говорил, ты не обращай внимания, просто тупо приезжай и все. И было бы отлично. Просто там до того момента Курносова хозяйничала. Теперь, когда сейчас все это поменялось, перестал существовать съезд народных депутатов, теперь, в принципе... я так понимаю, Сергей был на съезде народных депутатов Раскольников. Да, которых Под разделился. условным обозначением Курносовские. Да, а еще есть пономаревские, да. Да. И, короче, вот как раз там тоже этот вопрос поднимался по ПАСЕ. Вот было бы хорошо, если бы ты там был, конечно. Я говорил, говорю, он выступит, говорю, он вхож в ПАСЕ. Ну, бляха, тяжело, с Курносов говорит. Но вот сейчас, когда съезд прошел и все, нету больше съезда народных депутатов, закрыли его. Нет, подожди. Ликвидировали. А Пономаревский- Пономаревский, тут они сейчас посмотрят, и они сейчас сгоряча, так сказать, тоже что-нибудь придумают. Я думаю, Пономарев не будет ждать, он тоже сейчас кинется. Ну, в общем, что-то делать. большевики, меньшевики, Да, вот классика, да? Да, Что вот. нового? Да. И поэтому вот там есть, я считаю, что надо заниматься этим обязательно, народов Кавказа, обязательно, чтобы войти в ПАСЕ. Любое участие, которое от меня будет требоваться, я согласен на него, плюс включая эту платформу Курносовой, с нее даже буду вещать. Там было очень много людей, я только 1,5 часа с Чириковой разговаривал. Понимаешь, в чем дело? Там были и с Молдовы, отовсюду были люди. И со всеми вживую можно было поговорить.
Вот, поэтому я буду везде участвовать, принимать активное участие, биться, бороться. Мой, так сказать, коллега Залещак, которого вы знаете, он, кроме этого, он поднял вопрос боевых действий, но на территории России. Он говорит, это хорошо, что вот он говорит, мне ты хочешь, например, здесь бороться с русскими. Вы вчера знаете, что здесь вчера задержали 8 человек? Да, 7 человек было задержано, Вот. Вчера, а Восемь. до этого, по-моему, общее число за это 15. 58. Я тоже так подозреваемых. слышал. Ага. Вот, и- 58. Ну, короче, задержали вот вчера. И Залещак, я с ним согласен, что да, мы отсюда будем, как я вот хотел, там заниматься русскими. Это хорошо, но это никак не отразится на России там, они же об этом и знать не будут. Поэтому я с Залещаком тоже выразил солидарность, да, надо сейчас все делать, прикладывать усилия и оттуда начинать. Чтобы в России им плохо жилось. И там они Так, боялись ходить. слушай, там уже народ, уже холодильник начинает работать. Ну, потому не что, совсем, понимаешь? Не, ну, люди, понимаешь, одно дело, люди экономят, да, ну, то есть стали порцию меньше есть, допустим. Может быть, даже и полезно меньше есть, да. А с другой стороны, уже вот тех приходов, которые, например, получают пенсионеры, не в Москве живущие. Да, я но в еще других- пенсию не получил за сентябрь месяц. у них уже начинаются вот эти вот все перебои. То есть при этом, ну не так, конечно, не европейские цены на коммунальные услуги, но тем не менее относительно заработков, которые люди получают, то есть думаю, такие же, как в европейские. Европе цены. Я думаю, европейские цены на газ, на свет. У меня товарищ... Причем регионы вот такие, как Бурятия, чтобы дотацию какую-то выбить, это надо, ну, такое обилие бумажек собрать. У меня товарищ в Краснодаре живет. За коммунальные услуги платит, я думаю, не врет, трехкомнатная квартира. Метров где-то 70-80. Он платит коммунальные услуги в месяц 12 тысяч. 12 тысяч разделено на 100. Получается сколько? Ну, Получается, как здесь я плачу. Все. не, ну, все нормально, это же народное достояние. Да, Должны поэтому платить нет, уже все. цены с европейскими. А бензин в России уже перешел и европейский. Я вчера лично разговаривал с людьми. Значит, цены на бензин. Заводов-то нет. Ну, куда он перешел, это первый вопрос. Ее ж нету. Дайте я Дефицит цены это- скажу. Цены на бензин дошли, даже в интернете выкладывают, кому нужен бензин, подъезжай, 160-150 рублей литр. Если найдешь. Понимаете? Ну так что 1,5-2 евро, спокойно. И здесь дешевле. Поэтому нормально все, пусть это хорошо все. Но вот здесь, я говорю, я с Залещуком согласен. Надо и с этой стороны тоже подключиться и делать все. Тем более у людей есть опыт боевой. Вот. Ну, процесс, конечно, идет медленно, чем нам бы хотелось, но он идет, он уверенно идет. Поэтому я думаю, что Трамп, то, что сейчас набодяжил Трамп, это привело к тому, Извини, что... перебью, просто извини. Потому что я прочитал вчера вечером и сегодня утром, что Трамп же отказал, там и с Путиным у них развалилась встреча. И То есть в Будапеште ничего не Всё, будет. ничего не будет. Ничего не будет. И я прочитал вчера вечером, поздно уже, и сегодня утром, рано, что эти штучки едут в Украину. Томагавки Да, едут. Да. Ну, у меня... в последнее Томагавки время- едут. Да, у меня в последнее время в общем, появилась уверенность в том, что все-таки вот эта версия агента Краснова все-таки подтверждается. Как-то логически обосновать вот это поведение Трампа, вот Я это думаю, плебейское, деменция. сложно обосновать. Слушайте, неужели он просто тупо хочет заработать, в общем, на Путине? Но у него других вариантов, чем присмыкаться перед ним вот таким позорным в общем, методом, у него много вариантов. Я думаю, если бы он был бы свободен от этого, все-таки он в 80-х годах да, бывал в Москве, да, в то время американцев в России было очень мало, и к ним было очень пристальное внимание определенных служб. Я уверен, что в общем, здесь у Трампа вот с его вот этими заездами шансов как-нибудь улизнуть из
под колпака КГБ тогдашнего, а это не ФСБ, которое мы сегодня имеем, а КГБ все-таки было серьезно. Ну, то есть, твой, значит, как бы, ну, я хочу сейчас пошутить, что к нему все-таки приставили КГБшницу майоршу Засыху и сняли с ним всякие видео. Но я думаю, Еще что такой момент. политика Трампа, видишь, она такая вот касаемо вот этих вот всяких дел. Мне кажется, он набивал просто вот эти всякие мирные инициативы, чтобы постараться в этом году получить Нобелевскую премию. То есть тут чисто ради Нобелевской премии, вот эти заявления, все прочее. Ну, то есть, потому что были у них там американские президенты, которые таким же точно способом там вот этот мир русско-японский заключали, получили премию и так далее. Ну, то есть, есть такая вот, учитывая немножко аутизм президента Трампа, это понятно. Но меня больше вот в этом всем в Трампе беспокоит то, что у нас сейчас как минимум 4 бурята сидят в детеншенах, которые запросили политическое убежище там в США. И есть вероятность того, что их депортируют. Причем по минимум 3, видимо, им в Рашке будет грозить бутылка, потому что они были активистами различных движений. Но это опять же вопрос к тому, что их вот эти движения не отмазывают. В том, что поздно начали заниматься вот этими вопросами, о которых я говорил. О том, что нужны адвокаты свои, нужны мигранты свои, нужно на локальном уровне заниматься лоббизмом в США, значит, ходить, надоедать там местным депутатам, значит, и так далее, попытаться получать гранты еще во время администрации Байдена можно было хорошо получить, когда USAID работала и так далее. Ну, то есть люди этим не занимались, думали, что прокатят. А в итоге, когда пришел Трамп и американские законы, которые до этого существовали, Трамп там ничего не выдумывал, они существовали, просто они их перезапустили. И в этом году, значит, к концу года грозятся депортировать 300 тысяч человек. Не только русских. Не, 300 тысяч мигрантов, а за год должны 1 миллион. Ну, то есть за календарный год. То есть там палочная система, да, Сергей? Да, это хочу вернуться к началу вот этого твоего сейчас разговора. Я на днях буквально там вчера, позавчера посмотрел, что касается здоровья Трампа. Кроме того, что ты говоришь, он там агент, так у него там приведены факты, значит. Он еще хуже заговаривается, чем Байден. Он не только путает имена и страны. Вот. Если он называет Албанию, вообще. Да. Армению, Албанию. Да, Армению, Албанию, там все и вот такие дела у него. И причем он даже, когда он сказал это, он даже не включился, что он не то сказал. Вот. Поэтому, и у него много таких ляпсусов. Поэтому мы не будем сильно на него обращать внимание. Пусть 80 лет процесс идет. Вот. Жена его выступила, она ему в глаза говорит, что ты дурак. И он объявляет об этом громко. Моя жена сказала мне, что я дурак. Нормальный же человек так не скажет. Издержки американской политики. Америка вообще страна этих эмигрантов. Да. И когда вот эти местные, в общем, которые вчера, может быть, вот на каком-то уровне тоже каким-то образом через дыру в заборе пролезли, стали американцами, сегодня относятся с презрением тем, кто лезет через дыру. Сейчас, да. И над ними измываются, издеваются. А это, между прочим, их потенциал. Именно приток мигрантов, по большому счету, держит Америку. Если этого притока не будет, с ними будет то же самое, что и с остальными империями, которые... Да, их встанет. Но не, там, знаете, там я тоже так думал, что это какая-то вот путинская там нарративы, проброс там идет. Ну, просто вот нам просто в социальных сетях приходит та информация, которая там вот эти постправда, созданная путинскими ботами, там, которые на куче разных языков пишут. А на деле там на самом деле происходит ведь за последние 20 лет Америка стала прибежищем для всех дегенератов с Латинской Америки. То есть все более-менее преступники, они сообразили, что в Америку очень легко попасть. То есть там
как попадает россиянин, условный бурят там та же и так далее, он на границе просит политического убежища. Тех, кого там Трамп гоняет, они просто пролезли через дырку в заборе или подземным путем воспользовались. Это все те люди, которые создают не американский образ жизни, а тот образ жизни, к которому они привыкли там, в Колумбии, в Венесуэле и так далее. Где там режут головы, где там человеческая жизнь ничего не стоит там, и так далее. Понимаешь? 200 лет назад именно авантюристы, убийцы, те, которые не уживались в Европе, кого искала власть. Это было 400 лет назад, а 200 лет назад это ехали неудачники, которые не смогли совершить революцию 1848 года здесь по Европе, когда была весна народов. Начались репрессии, и вот этот средний класс креативный, он поехал туда. Да, он побежал в Америку, да, в Австралию. И эти американцы говорят, а вот это так же, как мухаджиры, да, вот в Османской империи, а вон там земля, иди завоевывай. То есть это обыкновенные вот эти людишки, жители городов, буржуа, которые дали оружие в Америке и сказали, вот индейцев можно убивать, короче, захватывать их земли. Они большой погоды не делали все равно. Все равно вот эти авантюристы всегда были во главе всех этих движений, а это была масса. Это понятно, но они все равно подчинялись тем правилам, которые заложили отцы-основатели, пуритане, англичане и так далее. Сейчас к ним едет та масса, которая плевать хотела на эти все ценности христианские и так далее. Они вносят туда абсолютно бардак, условно говоря. И там вот эти криминальные сообщества, это вот мы-то от таких криминальных сообществ отвыкли, у нас их и нету. Даже вот, близко, что можно сравнить, наверное, как это, кадыровцы, например, да. То есть там вот реально каждый район, там сидит, допустим, одна диаспора, там венесуэльцев, еще кто-то. И они создают очень такие закрытые комьюнити, сообщества. Там казнят вот этих полицейских провокаторов там и так далее, отстреливают. Там реально внутри идет такая своего рода гражданская в США. И то, что сейчас Трамп делает с помощью законных их методов, они вынуждены все равно законные методы, он их депортирует. Хотя могли бы принимать какие-нибудь маршальские законы и просто их там всех отстреливать, как это раньше было. И в этом отношении, конечно, мы тоже страдать начинаем. Те, которые запросили политическое убежище, а там очень четко Министерство транспорта выпустило прогон, что все, кто получил вот эти CDL права на траке, но при этом имеют статус, значит, вот этих, да ладно, там, Ибрагим. И, в общем, ситуация в чем? В том, что сами, нарушая правила, зачастую попадают вот в эти детеншены. Но в наших силах, в наших задачах сейчас сделать петиции. Я вот на вчерашнем эфире сказал о том, что буду прорабатывать этот вопрос, в том числе с другими национальными движениями, о том, чтобы коллективную петицию создать, подписать, подавать их в американские посольства с требованием, что русских вы можете сколько угодно в большом количестве депортировать, но граждан России с таких-то, таких-то территорий, регионов, в которых выданы, являющиеся колонизированными и так далее народами, просим рассматривать дело по существу, не применять там санкции там, и так далее. Все это нужно хорошо юридически составить. Я думаю, что в течение месяца мы можем составить и вот такие небольшие митинги, пикеты организовывать под американскими посольствами, чтобы в том числе все наше комьюнити не страдало в Соединенных Штатах. Потому что мы в Соединенные Штаты Америки не едем только деньги зарабатывать. Конечно. Нам нужен вот этот опыт американской жизни, опыт американской демократии для того, чтобы как прививку в наше государство. Потому что когда мы обретем независимость, все мигранты из США, они поедут деньги зарабатывать куда? К нам. Наши бывшие. Ныне являющиеся американцами. Вот так. Карфаген должен быть разрушен. Российская империя должна быть демонтирована. Все народы должны получить право на самоопределение. Мы можем часами на эту тему разговаривать, но наше время подошло к концу, поэтому, скорее всего, мы, наверное, будем потихонечку сворачиваться. У нас есть неделя еще. Следующую неделю, конечно, мы продолжим, поэтому, с вашего позволения, я перейду на родной язык и потихонечку будем сворачиваться. Араши, Зиус Ханга, Набдежим Ди, Заману Духихом, Разбудовож.
Барже Кагот Хамжи Мадиошерен Путшанш, Амалиму Адгабзам Девадаж, Заманер Ажатинджа Амадиакам, Дикафанери, Диафанери, так Нахмажа, Huawei, Дисту Завом Зуготга Хазрингвиш, Дамер Анбадиблач Фуноком, Араши Хакура Хабзар, Хамжи Узутма, Барже Кагот Диошерен Путшанш, Хамфачет Зигаза, Узинчу Фашит. Ну, какая-то другая пошла. Аде Ане. Нормально? Ну, это тоже ваше. Так, сейчас, подождите, я с прямого эфира. А мы прощаемся с вами, дорогие друзья, традиционным методом. Бурятия для бурят. Бурятам бурятскую власть. Бурятия от Енисея до Амура. Боритесь и поборите.